предыдущей программе мы проследили судьбу российского царя Петра I. От великой победы в Полтавской битве до великого провала у прута. По записям Сойманова, российского гидрографа и помощника Петра, мысль о неизбежности переговоров с турками впервые пришла в голову отнюдь не царю, а его супруге Екатерине, пока еще малоизвестной фигуре в этой большой игре. Как же развивались события дальше? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Екатерина убедила царя срочно собрать военный совет для поиска выхода. Также есть записи о ее совместном выступлении с вице-канцлером Шафировым на этом военном совете. Они считали план прорыва силой сквозь окружение самоубийством. После того, как они убедили в этом остальных участников этого совещания, будущая императрица предложила подкуп турок как единственный выход из создавшегося положения. Какое-то время турки тянули со вступлением в мирные переговоры. Обладая многократным превосходством и не испытывая ни в чем недостатка, они резонно полагали, что в ситуации, где речь идет о жизни и свободе царя и его супруги, они могут затребовать необычно высокую цену за его свободу. Первым ее назвал Девлет-Гирей. Как только царь с войском были блокированы, хан выступил яростным противником каких бы то ни было переговоров, справедливо считая, что выпущенное из окружения войско, и прежде всего сам Петр, в будущем вновь станут постоянной угрозой для Крыма, да и для Турции тоже. Поэтому он предлагал взять царя в плен. Так были бы решены все назревшие проблемы. А когда его все же уговорили принять участие в переговорах, он потребовал, чтобы русские отдали все завоеванное ими с начала войны, в том числе крепость Азов и порт Таганрог, а также все остальные недавно возведенные крепости. Кроме того, царь должен был гарантировать свое невмешательство во внутренние и внешние дела Польши и Запорожской Сечи. А главное – возвратить Швеции все захваченные у нее провинции. Другими словами, Девлет предоставил на переговоры готовый проект создания многосторонней политической системы, способной предотвратить возможную агрессию России на Черноморском и Балтийском направлениях в будущем. Однако именно эта основная часть программы крымского хана была отвергнута Портой без каких-либо объяснений и обоснований. Готовясь к мирным переговорам, османы рассчитывали вернуть себе все утраченные по Карловицкому миру земли. Казаки же, которых представлял Орлык, к тому времени возвышенный шведским королем до статуса гетмана, хотели жесткого разделения украинских и русских земель границей, а также возвращения всех насильственно угнанных казаков и крестьян. Карл XII настаивал на своем – прекратить агрессию на Балтике и вернуть исконно шведские и финские земли. Судя по всему, царь был готов буквально на все, лишь бы спасти свою особу, лишь бы его выпустили из смертельной ловушки. Он собирался вернуть все по требованиям султана, хана и шведского короля, кроме узкого выхода на Балтику в устье Невы. То есть был готов расстаться с огромными территориями, завоеванными в азовских походах и Северной войне, сохранив за собой Санкт-Петербург. Петр I и Екатерина отчаянно искали выход из ситуации.
Для подкупа нужно было добиться аудиенции у великого визиря, а это было не так просто. Сначала Балтаджи вообще отказывался принять парламентера. После этого к нему было отправлено несколько писем за подписью Шереметьева, и, наконец, 3 парламентеров таки были приняты визирем. Однако все попытки Балтаджи смягчить Мехмед-пашу были тщетны. Паша знал, что через день-другой все русское добро и так перейдет в его распоряжение. Но 11 июля он неожиданно соглашается принять обещанные русскими дары и предоставить окруженцам полную свободу. Речь шла о более выгодных для Петра условиях. Например, Балтаджи уже не настаивал на территориальных уступках. Были и иные послабления. Настроение в лагере окруженных становилось менее угнетающим, начались взаимные посещения, чуть ли не братания. Балтаджи лично от себя отослал царю и царице для раздачи по их усмотрению множество мешков с рисом, сахаром, хлебом, крупами и даже кофе. А потом неудачливых завоевателей и в самом деле отпустили с миром.